Уважаемые аспиранты, соискатели, прежде всего, здравствуйте! С вами последующие дни по предмету методологии и методы исследования буду занятия проводить я, Дабаев Кыргызбай Душенбекович, доктор педагогических наук, профессор. Я в Кыргызской академии образования работаю директором Центра педагогической науки и профессионального образования. Наши занятия продлятся до конца мая. В конце мая каждый из вас, кто успешно, постоянно посещал занятия, получит сертификат именно по проблеме методов и методологии и методов исследования. Сегодня вводное занятие. Я расскажу о цели и задаче нашего курса, на что мы будем обращать внимание на занятиях по данному предмету и какие проблемы будем решать на этих семинарских занятиях. Форма занятий у нас будет разная. Это и форма и лекционные. Первые занятия в основном будут лекционные, семинарские, круглые столы, диспуты. То есть будет зависеть форма тех или иных занятий, будет зависеть от контекста, от той проблемы, которую мы будем рассматривать на этих занятиях. Ну, что касается предмета методология и методы исследования, конечно же, здесь очень важным будет, как показывает практика, опыт, очень важным является научить наших будущих соискателей ученых степеней, правильно проводить научные исследования. И поэтому-то и предмет называется методология. Методология, я не буду сейчас давать определение слова методология, я скажу просто кратко. Кратко. Это методология, это шаги исследования. И та база, на основе которого будете вы проводить научные исследования. Если я говорю шаги исследования, то, конечно же, мы прежде всего остановимся на таких проблемах, как, например, выбор темы исследования. Вы, наверное, прекрасно знаете, что от выбора темы исследования очень многое зависит вообще в написании работы, и очень многое зависит в том плане, насколько вы будете мотивированы в проведении исследований по данной проблеме. И поэтому я всегда, когда работаю с аспирантами, со своими соискателями, я им всегда говорю, не просто навязываю тему, а просто обсуждая, прихожу к какому-то мнению, которое с точки зрения и соискателя, и меня является наиболее приемлемой и актуальной. Выбор темы исследования, кроме того, это первый этап вхождения в проблему, первый шаг в проблему научного исследования, После выбора темы исследования мы, конечно же, определяем объект нашего исследования и предмет исследования. При этом я хотел бы вам сказать несколько слов про объект и предмет исследования. Объект, как вы понимаете, это более шире, чем предмет исследования. Вот, например, допустим, тема исследования. Дидактические, лингводидактические основы обучения лексики в начальной школе. Что будет являться, допустим, объектом исследования? Это же, конечно же, обучение в школе, а предметом исследования именно формирование лингводидактических основ при обучении лексике. Исходя из определения объекта и предмета исследования, наша следующая задача, конечно же, прежде всего, это поставить ту цель, чего мы хотим добиться
в ходе этого исследования, в каком направлении будет вести работу, что в итоге мы получим. То есть мы должны поставить такую цель, такая цель, которая бы она была прозрачна и видна и уже с первых дней исследования, чтобы студент, то есть соискатель, аспирант, чтобы он уже с первых дней видел ту конечную цель, к чему он должен прийти по итогам своего исследования. И поэтому, чтобы добиться этой цели исследования, конечно же, уважаемые коллеги, очень важно является поставить правильные задачи, чтобы добиться этих целей исследования. Что значит правильные задачи? То есть определить те шаги, которые позволят в итоге добиться той цели, которая поставлена в начале диссертационного исследования, любого исследования, диссертационного исследования или какого-то другого исследования. Это очень важный момент. Тут при этом я хотел бы сказать следующее. Вообще-то, как практика показывает, в основном при написании диссертации, кандидатских диссертаций обычно ставят не более 4 задач. Считается достаточным для кандидатских диссертаций где-то решение 4 задач, чтобы получить в итоге тот результат, который необходим, то есть тот результат, к которому шел соискатель в ходе исследования. Для докторских диссертаций обычно ставят не более 6-7 задач. Конечно, докторская диссертация – это более фундаментальная работа, которая требует более, конечно, углубленного, более фундаментального исследования проблемы. Ну, и следующий этап, конечно, очень важным. Мы будем очень долго на занятиях этот вопрос рассматривать. Это прежде всего, конечно, эксперимент. В педагогике и вообще в педагогической науке эксперимент занимает очень большое место в исследовании. В общем-то, в целом, все исследования базируются на эксперименте, на проведении эксперимента. И поэтому в педагогической науке различают 2 вида эксперимента. Это теоретические, 2 формы эксперимента. Это теоретические исследования и эмпирические исследования. Ну, вы, наверное, догадываетесь, что включает, например, в теоретические исследования. Это прежде всего, конечно же, изучение той литературы, которая необходима, чтобы иметь определенное представление. Иметь не только представление, но и знать, что происходит по вашей теме исследования вообще в науке, будь то лингводидактика, будь то педагогика, какие работы написаны по данной проблеме, что исследовано, что до конца не исследовано. То есть теоретический метод исследования позволяет соискателю проникнуться своей проблемой и узнать те проблемы, которые ему необходимо решить в своем диссертационном исследовании. Конечно, мы еще на занятиях специально будем говорить о теоретическом методе исследования более подробно, на какие проблемы, на что обращать внимание при, допустим, при анализе той или иной литературы для написания той же статьи, той же главы или параграфа вашего исследования и так далее. Второе, это, конечно, эмпирический метод исследования. Эмпирический метод исследования – это, конечно же, прежде всего, это всевозможные эксперименты, начиная эксперименты, которые начинаются с анкетирования, с диагностического эксперимента, обучающего эксперимента и так далее, и так далее.
Каждый, конечно, почему я так более... Мы на этих вопросах остановимся более подробно, потому что, как показывает практика, опыт, большинство диссертационных исследований, которые, в общем-то, пишутся по педагогическим наукам, очень страдает недостаточностью соискателей, недостаточностью знаний соискателей в области эксперимента. Потому что я выше сказал о том, что эксперимент составляет один из главных моментов в педагогическом исследовании, и поэтому именно на проведение эксперимента, на всех этапах проведения эксперимента мы на своих занятиях обратим особое внимание, что каждый эксперимент имеет свои цели и задачи. Каждый эксперимент должен нести, решать какую-то или проверять ту или иную гипотезу, которую необходимо доказать экспериментально. И, конечно же, на наших занятиях мы, конечно же, особое внимание обратим на оформление литературы, на публикацию тех или иных статей в журналах, потому что вы, наверное, знаете, по требованию ВАК Кыргызской Республики соискатель должен обязательно опубликовать несколько статей в журналах, имеющие импакт-фактор. И, конечно же, соискатели, обязательно слушатели, познакомиться с такими понятиями, как, например, индекс Хирша, как определяется индекс Хирша при написании, то есть чтобы проверить публикационную активность или вес той или иной статьи, насколько ссылается на ту или иную статью. Конечно же, более подробно мы поговорим о журналах, где можно опубликовать те или иные статьи, какие существуют на сегодняшний день платформы, где можно опубликовать не только там Web of Science или Scopus или RINS. Также будем говорить о тех журналах, которые имеют высокий, низкий импакт-фактор. Вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день большинство журналов, которые берутся публиковать статьи, имеют нулевой импакт-фактор. И, конечно же, не стоит тратить деньги на публикацию своих статей в вот таких журналах. И об этом тоже будет сказано очень много на наших занятиях. Следующая проблема, которую мы, конечно же, особенно на первое время от времени, на которую буду я обращать внимание при проведении занятий, конечно же, это проблемы. Какие же проблемы стоят в педагогической науке, мы будем говорить на наших семинарах, потому что большинство, как показывает практика, большинство диссертаций, которые защищаются на сегодняшний день по педагогическим наукам, они в целом исследуют те проблемы, которые, в общем-то, мало актуальны. Вы вы прекрасно понимаете, что время изменилось, люди изменились, наши дети изменились, школа изменилась. А мы до сих пор исследуем те проблемы, те традиционные проблемы, которые на сегодняшний день не актуальны. В связи с этим, конечно, мы будем говорить о том, какие же проблемы в системе педагогического образования, педагогической науки будут актуальны на сегодняшний день в системе образования. Конечно, это же прежде всего компетентностный подход, об этом мы будем говорить очень подробно и долго. Мы будем говорить о новых стандартах образования, которые появились на сегодняшний день в системе общего образования, о стандартах образования, которые появились в системе профессионального образования. Я всегда говорю, что вот эти новые стандарты, которые были приняты в 2014 году по общему среднему образованию, это стандарт
которое в какой-то мере попытка изменения нашей системы образования. Здесь совершенно, я всегда об этом говорю, что это новый стандарт, это новая философия образования. Если хотите, это новая культура, парадигма образования. И поэтому посмотрите сейчас, когда мы видим, когда приходят защищать тот или иной соискатель свою диссертацию, видим, что многие исследования совершенно далеки от тех требований, стандартов, которые, в общем-то, обозначены и указаны в новых стандартах. Конечно же, об этих проблемах тоже будем говорить. Кроме того, мы большое внимание, наверное, обратим и такой проблеме, как, например, в системе профессионального образования оценки. Потому что эта проблема тоже на сегодняшний день в педагогической науке является очень важным. Потому что та традиционная система оценивания, которая имеется на сегодняшний день в исследованиях, она уже не срабатывает. Сейчас совершенно другие инструменты, другие критерии, индикаторы оценивания. Те же компетенции невозможно оценивать традиционной системой, которая на сегодняшний день существует в нашей системе школьного и вузовского образования. Эти проблемы, кроме того, конечно, очень актуальными. Мы, конечно же, в наших семинарах будем говорить и о тех актуальных проблемах, которые, допустим, решаются ведущими странами в области образования. Как там проводятся исследования, на какие проблемы фокусируется внимание исследователей, что является очень важным на сегодняшний день в мировой практике. Конечно же, будем рассматривать и эти проблемы в наших семинарах, потому что, как бы там ни было, мы должны в условиях глобализации, в условиях, когда мир постоянно меняется, мы должны постоянно ориентироваться на международные стандарты, на международные правила, на международные требования к научным исследованиям. Конечно же, мы на своих занятиях особое внимание уделим таким проблемам, таким документам, которые изданы у нас в Кыргызстане по проблеме образования. Это прежде всего правительственные документы, те нормативные документы, которые, в общем-то, приняты на уровне правительства. Это наши направляющие документы, которые показывают, в каком направлении мы должны вести исследования. И, конечно же, в наших семинарах очень большое внимание, конечно же, мы будем уделять конкретно тем темам и тем проблемам, которые возникли у наших аспирантов в ходе исследования. Это основная масса времени. Мы будем конкретно останавливаться на конкретных темах исследования наших соискателей. Какие они испытывают трудности, как преодолеть эти трудности при педагогическом исследовании, на что обращать внимание. Конкретно будет обсуждаться почти, как показывает практика, опыт, мы на этих занятиях полностью анализируем те темы исследования, которые были утверждены и которые выбрал соискатель вместе со своим руководителем. Вы знаете, после этих занятий студенты, наши соискатели, аспиранты начинают более осознанно
подходить к проблеме исследования, более осознанно начинают понимать те проблемы, которые были поставлены в наших исследованиях. Спасибо за внимание.